Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наша тема посвящена специфическим переходам букв К, К и П, соответственно, в буквы Г, Г и Б. То есть в казахском языке получается так, что если какое-то слово заканчивается на букву К, К или П, и после него присоединяется какой-нибудь суффикс или окончание, начинающееся на гласную букву, то эта буква озвончается. То есть и уже мы получаем вместо К, мы получаем, в случае, если мы прибавим звук А, получаем Га. Или Г, если мы прибавим В случае Г мы получаем Ге, если прибавим Е, или Г, если прибавим букву. И в случае П у нас образуется вариант Ба, или Б, или Б, или Б. То есть, и давайте на примерах. Эти примеры видно часто в существительных и глаголах. Давайте вначале обсудим несколько глаголов. Таких глаголов немного, но они встречаются. Это глаголы, которые имеют в конце, они имеют такой конец, как гу, или гу, или бу. Такие известные глаголы – это глагол шигу, глагол щегу и глагол жабу. Обратите внимание, что если мы сейчас уберем букву У, гласную букву, то мы не получим, соответственно, шг, мы не получим жаб, и мы не получим щег, а получим мы наоборот, то есть жаб, шк и щек. Друзья, глагол жабу – это закрывать. И теперь давайте попробуем сказать в приказной форме «закрой». И будет просто жаб, а не жаб. Зато, если мы к этому глаголу прибавим гласную, например, мы хотим сказать «я закрою», то она опять превратится в «б», то есть жаб, амен, жабамен. И то же самое будет наблюдаться с глаголом шигу, то есть убираем «у», образуем приказную форму «шик», но зато, когда мы скажем «я выйду», будет «шигамен». И глагол «щегу», у него есть много разных значений в виде составного глагола, это когда перед ним стоят какие-то другие слова, но часто он используется как один из вариантов того, когда вы хотите сказать «курить». То есть курение или сигарета – это темека, щегу. И получается будет, то есть если бы это был бы приказ, было бы «кури щек» или «не кури щек пе». То есть и теперь, если же вы скажете «я курю», будет щегемен. Опять «к» превращается в «г». Друзья, это же мы видим также и на примере существительных. Вот смотрите, вы помните тему, когда мы присоединяли притяжательные окончания для того, чтобы что-то стало моим, твоим, нашим, вашим или чем-то еще. И помните, что мы прибавляем в случае меня, мы прибавляем «ме», тебя «не», вы «нес», мы «мес», и когда он или она, это будет или «с». Так вот, и возьмем, давайте слово, которое будет заканчиваться вот на букву К или К или П. Вот смотрите, есть известное слово «мектеп», школа. Теперь мы хотим сказать «наша школа». Мы скажем «мектеп», и потом мы же должны добавить «мес». Но мектеп и мес не могут соприкоснуться, потому что две согласные не могут произнестись. Между ними нужно вставить буферную гласную, чтобы легче было произнести. Это будет мягкое и будет мектепемес, вы думаете? Нет, это будет мектебемес, потому что п стало звонкой б. П превратился в б. И, допустим, теперь давайте еще одно слово «китаб». «Китаб» – это книга. Смотрите, и теперь попробуем сказать «моя книга». «Китаб», добавим будет «китаб», не будет, будет «китабэм».
И вот вам вариант теперь с буквой К. Возьмем слово кошка. Мыск. И давайте скажем твоя кошка. Мыск не будет. Будет мысгн. И давайте есть еще слово ведро. Щелек. Щелек. И давайте скажем ваше ведро. Щелекнес не будет. Будет щелегнес. Друзья, вот на этом мы заканчиваем. Сегодняшний наш урок был посвящен специфическим переходам с букв К и П, соответственно, в звуки Г, Г и Б. Друзья, надеюсь, вам понравился наш сегодняшний урок. До свидания, до следующего урока.